Укуров родился 17 мая 1865 года в высокогорном селе Гули. Рано лишился родителей, поэтому в выборе профессионального пути ему помог родной дядя. Семья постоянно переезжала, но при этом, при всем, он получил великолепное образование. Свое образование он начал в Владикавказской гимназии. Позже поступил в Ставропольское реальное училище. Потом он поступает в Московское юнкерское офицерское пехотное училище, которое великолепно закончит в 1889 году. Получит чин подпоручика и попадет в 44-й Камчатский пехотный полк. Тонт Наурузович неоднократно избирался членом и председателем полкового суда. В 1907 году его назначают командиром 2-го батальона 44-го пехотного полка. С началом Первой мировой войны Укуров принимает непосредственное участие в военных действиях. К тому моменту, когда войдет в Первую мировую войну, он уже дослужится до звания полковника царской армии. Великолепно служил и участвовал именно в тех боях, которые назывались горячими, а именно в Австро-Венгерской империи. Там же 26 октября 1914 году он будет участвовать в боях близ сел Заберже и Северный мыс. Это как раз-таки территории Австро-Венгерской империи. Тонт Наурузович – обладатель многочисленных наград, среди которых серебряная медаль в память царствования Александра III, орден святого Станислава III степени, орден святой Анны. Отмечен золотым именным оружием, на котором будет гравировка «За храбрость». Тогда же он получит и серьезное ранение в бедро, которое приведет к последствиям, а именно ампутации ноги. Ввиду этого он будет вынужден уйти из армии. Но и это останется незамеченным не останется, так как командир 9-й армии, тогда это был генерал Поливанов, лично будет ходатайствовать за то, чтобы дать Тонту Наурузовичу звание генерал-майора досрочно. Скончался генерал-майор Тонт Укуров в 1934 году и похоронен на родовом кладбище. Имя легендарного генерала высечено на памятной плите мемориала памяти и славы в Насыркорте. Здесь также увековечены имена еще 4 генералов царской армии. Рина Цычуева, Тамара Хашигуликова, Султан Магушков, Магаз 24.